В эфире очередной выпуск программы «Специальное расследование». Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач по следам проверки Контрольной палаты. Сегодня расскажем о результатах проверок финансовой и хозяйственной деятельности Управления капитального строительства. Почему до сих пор не эксплуатируется новый детский сад в городе Новый Афон, на строительство которого ушло более 135 миллионов рублей. Чем закончилась эпопея с прокладкой водопровода в селе Члоу? По какой причине в музее имени Сергея Дебар не завершены различного рода работы, хотя объект сдан в эксплуатацию? Кто ответственен за все это? На какой стадии рассмотрения находятся материалы по результатам проверки, направленные в Генеральную прокуратуру? Подробности в сегодняшнем выпуске. В рамках утвержденного плана Контрольная палата осуществила проверку Государственного управления по строительству, его подведомственных организаций и иных получателей денежных средств за 2019 год и истекший период 2020 года на предмет эффективности и целевого использования бюджетных средств. В данном случае речь идет о средствах, выделенных на реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. В ходе контрольного мероприятия инспекторы обнаружили ряд финансовых нарушений, которые были отражены в отчетах. Всего в ходе контрольного мероприятия было выявлено нарушений на общую сумму 321 миллион. Из них нарушение законодательства о налогах и сборах – 1 миллион. Нарушение законодательства о бухгалтерском учете – 5 миллионов 500 тысяч. Нецелевое использование бюджетных средств – 33 миллиона. Неэффективное использование бюджетных средств – 38 миллионов. Иные нарушения на сумму 242 миллиона, из которых усматривается хищение на сумму 8 миллионов 200 тысяч. По результатам проверки материалы были направлены в Генеральную прокуратуру. В 2017 году на капитальный ремонт разводящих сетей в селе Члоу был заключен государственный контракт с госкомпанией «Псныргылара» на сумму 13 миллионов 84 тысячи рублей. Дополнительным соглашением была увеличена сумма контракта. Она понадобилась на неучтенные ранее работы. Итого представлена была смета на сумму 14 миллионов 151 тысяча рублей. Сроком окончания работ был обозначен август месяц 2018 года. Инспекторам контрольной палаты были представлены справки и акты выполненных работ на сумму 14 миллионов 80 тысяч рублей. Акт приемки и ввода в эксплуатацию был подписан 25 декабря в 2019 году. Согласно акту выполненных работ от 23 декабря 2018 года были приняты работы по бурению скважин с установкой насосов и другими сопутствующими работами на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. Согласно акту выполненных работ от 31 октября 2017 года были приняты работы по ремонту резервуара емкостью 1000 кубических метров на сумму 1 миллион 170 тысяч рублей. В ходе выездной проверки в августе 2020 года инспекторами контрольной палаты было выявлено, что водоснабжение разводящих сетей осуществляется не из резервуара, а из водозабора источника, а глубинные насосы скважин и резервуар не используются. Согласно акту фактического замера установлено, что на момент проверки из-за недостатка давления отсутствует водоснабжение на участках общей протяженностью 1300 метров, а именно участок номер 7 до музея Шинкуба протяженностью 600 метров, участок номер 14 протяженностью 300 метров и участок номер 15 поселок Андроу протяженностью 400 метров. Таким образом, контрольная палата усмотрела неэффективное использование бюджетных средств на сумму 3 миллиона 274 тысячи рублей. Мы побывали в селе Члоу, на месте, где расположен резервуар. По словам главы села, резервуар в 1000 кубометров был построен еще в советское время, но и тогда он не эксплуатировался. Вода поступала в дома жителей самотеком напрямую из источника. И сегодня действует аналогичная схема, но 2 участка в селе по-прежнему остаются без воды. Иара километра гигацам куико инханико убрау тячка операционияму
وبري نقل لك أشتك ناس بسنبي إشبارها давление تنزعل بارجر وإذا تشعروا كجوب ناس مكاني ريش درود إلى بريكت خرقش زم مكاني نقزني أتزم نقزني أتزم خبارة كردزمي خمليون كنرزنا بشوا ويها حرا إشباشاس هري زوجتوس برتكو جوب برتي حير دروز عرب خب يختص باركو وي حرجز عرب حرجلي ترينا سين قرط روس باش قرط أزما نسي خرطوب حمي زقرط أرا زتر شني صار مني خمني وحبلك وحمو بحبلك أندروي ناس شنكور عرخوي يا ها أكو وريوني نوجه شو دخا بري بش كيلومتر كم بسخ وي مكان حالة شر هذا بش كيلومتر كويس كويس بش كيلومتر كأبران بي أردنيك أنزل старая труба. А труба псахтума. Да. Нас арея задзилает твой. Нас обома вот они и холоп, а банси халана деталароп нас арея ему по трубаран пил бароп за акатахи. Уже дебет аз хазомра хеда мне и пижаме труба ква. И талот каси тыц ора чахо. Ну и зехте зума мне атазара чахо до конца. Нас я хай ехон. سرا وصورة سنة كذا وصكو بشني 20% وصكو قرط خان سنة وصورة يرى لقيت جوخ شو كسان جامت زهن أنو سنسوسكو أوجه أنو سوسكو وصر وما يجاش وما يشبو أنا سوسكو جاح كجوم يزبنزر سكواجنا كرقم بأكوبت كم زي موس زوا وجي أبردش شحاك صوت أبرد جاويت زرزان وبرت رزن نزل لها حاجة وزبرخي ناس برنت وبري حبلخي حشتوي. Как отмечает руководитель села, необходимо заменить старый водопровод протяженностью 4 километра, который тянется от самого источника. Как удалось выяснить, изначально так и планировалось. Но, как оказалось, источник расположен в труднодоступном месте. Соответственно, и объем работ колоссальный и затратный. Поэтому было решено пойти другим путем. Вырыть 3 скважины, поставить насосы с тем, чтобы наполнить резервуар и обеспечить всех жителей без исключения водой. Но, как вы убедились сами, на сегодняшний день резервуар не используется. Я налагу за проект я расшагаква в 5 километрах зла карташа яганы штартах. Нас сдрам из рыбсаха специалист шус ирцбет. Ван пятка сара скважина кожна ранпе резервуар дртарс. Ахай шоушим бойра ужана кумира свет хар на хан الله شر هذا проблема مز شغزنا проблема نا أمز وسخن أخلي شوي أذن يا أخي حلا شر شوق وحتقول زاش شوق الله بري خنز خورت خوي حضر زمير تقول насос погрух по абсурд перепадик и блот проблема коёлот и насадз бро мачки чухот Но сехазус насос кусруе. Ака усавет ибзиена игрт аз харадзам жамин тосна лак ядзин чот нас его запишу зароб ака зинзак яудзома аудеро программу. Таким образом, деньги, выделенные на ремонт резервуара в размере 3 миллиона 274 тысячи рублей, как и указала в акте контрольная палата, были потрачены неэффективно. История строительства водопровода в селе Члоу длится уже несколько лет и до сих пор не подошла к концу. Строительные работы начались в рамках инвестпрограммы в 2016 году. За некачественно выполненную работу и хищение госимущества в особо крупном размере в отношении экс-главы УКС Беслана Агрба и бывшего гендиректора госкомпании Псныргылара Игоря Казанба возбуждено уголовное дело. Все это время жители оставались без воды. Уже в 2019 году УКС на дополнительные работы по капитальному ремонту водопроводных сетей в селе Члоу заключил контракт с ООО «Деко». Сметная стоимость работ составила 33 миллиона. Большая часть работ финансировалась уже за счет средств резервного фонда Кабинета министров. За проверяемый период УКС перечислил ООО «Деко» 13 миллионов. Работы приняты на общую сумму 20 миллионов. Работы выполнялись с мая по ноябрь 2019 года. В 2016 году УКС заключил контракт с госкомпанией Псныргылара на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в селе Члоу. Госкомпания Псныргылара выполнила работы на общую сумму 25 миллионов. Работа принята по акту приемки.
в 2016 году. Согласно пояснению инженера технадзора, в результате проведения испытаний водопроводных сетей, проложенных госкомпанией Апсныргылара, произошли разрывы труб в некоторых местах, и следствием чего появилась необходимость замены трубопровода протяженностью 9000 метров на сумму около 13 миллионов рублей. То есть контракт, заключенный в 2019 году с ООО «ДЭКО», были включены работы, уже принятые и оплаченные УКС в 2016 году на общую сумму 13 миллионов рублей. На строительство водопровода за это время потрачено уже несколько десятков миллионов, но в селе по-прежнему нет полноценного и стабильного водоснабжения. ацәаҳәақәа даара рҭагылазаашьа уадаҩуп, уи џьара иуҷабыргьы иара убранӡа иажәхеит, иалшаӡом, џьара иуҷабыр даҽаӡәыр ицәыҵҟьоит, арагьы жәантәраара иаҳҷаԥхьеит, аха иннакылаӡом. Аӡы абжеиҳарак зегьы абри аԥшь-километрак амҩаҿ аӡы аццот ацәаҳәақәа. Убри азоуп абных ихәҭақәа ӷәӷәарагьы иауӡом, аҳаблақәагьы ӡыда изтәо. Нас агьи абри ҩынтә хынтә аҭыӡшәа злыҵыз иара ҩынтә хынтә аҭыӡшәа злыҵыз уи абрантәи, иара ахаҟынтәи иҵамҵаӡакәа ацәаҳәа абрантәи ауп ишыҵрыҵыз, ҳахьгылоу аҭыԥ инаркны алада ақыҭахь ацәаҳәа ҿыц цот. Уи нас ижәдыруеит аԥхьа иҵарҵаз, уи нас ҳара иахьынӡаҳдыруа иахәҭаз атмосфера амамызт, иара труба хаҭырзерагь ҽеиӡамызт, убри азын урҭ ԥыжәжәеит, уи ашьҭахь урҭ ԥсахны аҿыц ыҵаҵаны иҟарҵеит. Иахьазы уахь алада зегьы еиқәшәоуп, аҳаблақәа ирыбжьагалоуп, уахь ишахәҭоу аусқәа мҩаԥганы иҟоуп, инхаз ишысҳәаз еиԥш абри ҳашьҭаҟа инханы иҟоу ацәаҳәақәа роуп. Для того, чтобы прояснить ситуацию, мы связались с инженером УКС, который осуществлял технический надзор за ходом работ, но он отказался с нами общаться. Как собираются решать эту проблему надлежащие структуры? На этот вопрос пока нет ответа. По информации Генеральной прокуратуры, материалы проверки по данному объекту находятся в производстве. На выполнение работ по объекту Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в городе Гудаута УКС заключил 6 контрактов с ООО «СП Колор Плюс» на общую сумму 60 миллионов рублей. Данная фирма выполнила работы на перечисленную сумму. Акт приемки и ввода в эксплуатацию законченного ремонта объекта утвержден начальником УКС в 2019 году 14 октября. В ходе контрольного мероприятия в июле 2020 года была проведена выездная проверка в музей, в результате которой было установлено, что спустя 9 месяцев после сдачи объекта все еще не выполнена часть работ подрядчиком, хотя в акте они значатся как выполненные. Серверная не оборудована. Камеры видеонаблюдения как в здании, так и на фасаде музея не были установлены. При этом перечисленные работы приняты актом выполненных работ на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Также на первом этаже установлены датчики пожарные в количестве 21 штуки. При этом по акту выполненных работ значится 59 штук. Еще установлены кнопки пожарные в количестве 4 штук. При этом в акте выполненных работ значится 13 штук. На цокольном и втором этаже датчики и кнопки не были установлены. При этом вышеперечисленные работы были приняты актом выполненных работ на общую сумму 251 тысяча рублей. Таким образом, на момент проверки музей не был обеспечен ни системой пожарной сигнализации, ни системой видеонаблюдения. На момент проведения контрольного мероприятия в здании музея не были включены осушители воздуха и системы кондиционирования. Данный факт директор музея объяснил тем, что боится включать данные приборы, поскольку система энергоснабжения объекта не выдерживает нагрузки. Также показал электрический щиток со следами гари. Таким образом, режим хранения экспонатов соблюсти невозможно, что приводит к повреждению и утрате
музейного фонда. Отметим, что строительство музея производилось за счет денег республиканского бюджета. За разъяснениями мы обратились к инженеру технадзора УКС Геннадию Бигвава, подпись которого стоит в акте о недоделках и замечаниях. Данный акт составляла рабочая комиссия, когда принимала объект в эксплуатацию. Как в нем отмечено, не завершены работы по монтажу датчиков пожарной сигнализации, не смонтировано оборудование серверной и камер видеонаблюдения. Под лестничным маршем не уложена керамическая плитка пола площадью 4 квадратных метра, не установлено оборудование в санузлах, не устранена течь трубопровода в подвальном этаже, не завершены работы по монтажу накладных розеток для осушителей воздуха, не завершены пусконаладочные работы вентиляционного оборудования. Во многих местах не зашпаклеваны монтажные отверстия. На внутренних и наружных стенах выступает электропроводка. Ее необходимо обесточить и обрезать. Всего 9 пунктов. Что из этих пунктов вот на сегодняшний день исправлено? Я хочу пояснить, что в этом акте о недоделках, вот все пункты, которые вы перечислили, в этих пунктах, по этим пунктам часть недоделок была устранена. За исключением не установлены были камеры видеонаблюдения, не оборудована серверная. Кстати, видеонаблюдение и серверное, они взаимосвязаны. Оборудование серверное, это то есть управляется все это, вы сами понимаете. И поэтому, значит, все остальные пункты по сантехническому оборудованию, по этим остальным были устранены. А вот осталось только видеонаблюдение и часть видеонаблюдения, ни одна камера не установлена, а датчики пожарной сигнализации установлены в количестве 21 штуки. Значит, я, когда подписывал вот этот акт о выполненных работах, строительство шло к завершению, уже шли отделочные работы, и представитель, значит, производитель работ фирмы Color Plus, Квикискири, в сопровождении завхоза и так далее, мы спустились в подвал. Я им сказал, что я не буду подписывать вам акт о выполненных работах, пока не увижу смонтированные камеры видеонаблюдения. Мне ответили на это, что вот процесс идет, уже устанавливаются датчики сигнализации, выведены все провода, абсолютно все сделано, подготовительные работы все сделаны, осталось только значит, установить сами видеокамеры и недостающее количество этих датчиков пожарной сигнализации. Мы спустились в подвал на склад, и представитель, значит, Color Plus мне показал, что в наличии уже имеются все эти видеокамеры и датчики. Это Амичба, да? И Амичба, и Квикискири, все они мне показали. Там стояло все это оборудование, все лежало, упакованное. Они мне продемонстрировали, что это такое. Вот. И сказали, мы из-за того, что финансирование немножко запаздывает всегда, попросили меня, как представителя заказчика, попросили меня, чтобы я подписал этот акт как выполненный, для того, чтобы быстрее там получить деньги. И они сказали, что в течение 10 дней мы это все установим. Ну, процесс шел, в принципе. Они никогда не подводили, эта фирма никогда не подводила, они всегда выполняли свои обязательства. То же самое, они за один день установили там кондиционеры 42, в количестве 42 штук. И поэтому у меня не было к ним недоверия такого. Но тем не менее, чтобы себя как бы перестраховаться, я сказал им, ребята, я вам подпишу, естественно, буду наблюдать за этим процессом, только дайте мне гарантийное обязательство. На что они ответили согласием, дали мне гарантийное обязательство. Мало того, еще и сам значит, Игорь Амичба дал объяснительную, что те деньги, которые он получил за камеры видеонаблюдения и пожарную сигнализацию, он был вынужден выплатить свои долги по выполненным работам на строительстве Дома культуры Гудаута. Вот. И сказал, что как только мне выплатят, как только мне выплатят эти деньги, он не отказывается и по сегодняшний день, что он обязательно установит эти видеокамеры и датчики пожарной сигнализации.
Вот у меня здесь на руках гарантийное обязательство, датированное 5 декабря 2018 года, подписано Color Plus, и объяснительное Амичба Игоря Самсоновича, что он не отказывается и что он эти деньги, к сожалению, выплатил и хочет эти компенсировать тем, что ему выплатят те долги. А кто ему должен еще выплатить? Государство должно ему что? Да, государство ему должно, он там еще должен фирмам, я так думаю, но это уже он подробно расскажет он сам, потому что я рассказал о том, что на сегодняшний день мне... Ну, вы ему говорили, что вы сегодня даете интервью телевидению, он не пришел. Да, я ему говорил, но у него там срочная работа, он восстанавливает водопровод в Гудауте, вот, и он сегодня не смог сюда приехать, попросил меня, чтобы я сам один приехал. Ну и когда ждать, что вот эти работы все-таки будут выполнены? От чего это зависит? Сколько еще ждать, чтобы все это установили? По информации, имеющейся у меня, парламент уже утвердил вот эти задолженности, все задолженности перед подрядчиками за выполненные работы. И что до конца года все эти деньги будут выплачены. И сам Игорь Амичба мне сказал, что до конца года, если он получит эти деньги, то значит он эти работы выполнит обязательно. Но контрольная палата еще в своем акте указала, что там были проблемы с электроснабжением. То есть из-за того, что там мощности, осушитель воздуха они не могут включать, потому что горит электропроводка. И это тоже я вам поясню. Ну, контрольная палата, конечно, она свое видение сказала, но там был директор на тот момент. Когда зашли они в здание, это был август месяц, по-моему, была жара, было всем жарко, не работали кондиционеры. И вот, значит, представитель контрольной палаты говорит, а почему у вас кондиционеры не работают? И директор музея на это ответил, ну, мол, не выдерживает. Потому что у нас напряжение такое, у всех не выдерживает. Но это не говорит о том, что оборудование не соответствует. Там, да, конечно, если там все одновременно включить, этот музей, это огромное здание, трехэтажное здание, там очень много оборудования электрического, там отопление электрическое, все на электричестве, кондиционирование, вентиляция, все на электричестве. Естественно, надо было как бы рассчитывать на это, наверное, на эти нагрузки. И если это все одновременно включить, то, естественно, оно не выдержит. И нигде не выдержит. И пусть никто не говорит, что где-то у кого-то это может выдержать. Ну, кондиционеры и осушители воздуха, по-моему, одновременно они могут включить. Нагрузки такой не должно. В августе месяце осушители там и не должны были работать, потому что там в августе месяце работают кондиционеры. Осушители работают вот в такое влажное время года. И поэтому это, я считаю, это вопрос вообще неуместен здесь. Так как материалы проверки были направлены в Генеральную прокуратуру, за информацией мы обратились туда. Проверка прокуратуры тоже подтвердила, что данные акта выполненных работ не сходятся с фактически выполненными работами. Решения пока никакого нет, так как проверка в производстве. Для строительства средней школы в селе Тхина-Укс был заключен государственный контракт с ООО «Вефострой Абхазия» на сумму 82 миллиона 638 тысяч рублей. Затем дополнительными соглашениями сумма была увеличена на непредвиденные работы и составила 84 миллиона 166 тысяч рублей. Объект был введен в эксплуатацию 20 декабря 2019 года. В феврале 2020 года был заключен государственный контракт с вышеуказанным подрядчиком на выполнение дополнительных работ на сумму 3 миллиона 840 рублей. Представлены смета на 3 миллиона 906 рублей и КС-2, КС-3 в акте выполненных работ на сумму 3 миллиона 840 рублей. В бухгалтерии данные акты выполнения данных работ, то есть вовсе не были отражены. В результате въездной проверки установлено, что в 2020 году в данной школе вовсе не производились ремонтные работы. В результате фактического замера объема выполненных работ, это где мы могли, допустим, визуально могли осмотреть, измерить, было установлено
Завышение объема выполненных работ. Так, по бортовым камням у нас получилось, что было установлено, по актам выполненных работ было установлено камней в объеме 2263 метра, а фактически установлены камни на 223 метра. То есть существенное завышение идет 1497 метров. В суммарном выражении это приблизительно, опять-таки будем считать, это около 1 000 000 рублей. Также были измерены покрытия из тротуарной плитки, где то же самое, у нас идет завышение, может быть незначительное, 520 метров. В суммарном выражении это получается порядка 242 тысячи рублей. Наша съемочная группа побывала в Тхинской средней школе. По словам директора Эммы Габуни, здание совершенно новое, чему рады преподаватели и ученики. Но, к сожалению, не прошло и 3 лет, стены начали трескаться, в некоторых местах даже отсырели. Хучик гхапхакоигар занепшо ялагает мекана там загаймачи жбот телевизор гулара дудза шапинер каниргуло ари хошук сыргын зигицаро бриякари гуани гатазаракон ахабри харак абри санузил захцу ядхало чейни гатам зарак хаба абрабриш серберстахуб абри тзамц نيسقوب يخيقو خخبي أي خجلة وتوزيل يدبو ها برقة بس بخاخيشتي هتزال سوازراك خبجرة أتشاكرة برخاقوب يقد نتسويت زيجي شجبة بشوجة أري ريش وحتوز يرى برياتزقاك بي خجلة تقاقي مكان أسشقي غملاتزقا شاكر شلس زوبر بكيغو. أبراتبك مصاروما ممزرد واحد شجع. بريوبا يرى يمدو جناجيش سربوت يرى شقايقو أو بريدر يرى أخ وتخ يمدو أتبوب بري أتبوب. رخ جاي وتصرت هم زم جنبو رخ جاي كوني شايوه. يزحوي مكان يززود حراها وس أزوك يجيك زحواز يعيد ياخو بشيتخا أريب تشتوبر هيت أري يخزي ها زغط عمر هيت روما يعني روما ريا روما ها شمبورت بخاني سبحاني بشويزجويزجي دودزك رقم خا أري حبسخي يتا حبسخي تخا يسدروا ما زكوا حزن كلهم ويوم الحنسو يردز زيبش زحر كويت هنايد جا حمرتر وام ويزنوما يزخروح ياحجز حرا رخير زمجي هريب تشني قاتل توبر هيك يخيبش خيبرش الجراي يشامر تبلاسماس كورل أرزوز راكخا أبري دارز يرتحرني حامو ويوس يرى رجلة شكول زرجلة ناس فيرما كامي ورت شردم زعلة زرب شعر فاشتم لزيح باب قزاز جرستوت سيتر هيتر ترت قاسيس الدروما خا داري زرجل زرقنتي ويدح زامك حالا مشيت حرا ويدح زامك أريح نتكرر توس برتانس ووكس فيا أمي وبرترامي أساس وبرترامي خاي ويدمايت وخي هن حتحايت جيت خا هبري يرتحر خوت بريز خبرة خوتك خبو يزجيزجي كامت كتخرم يبخستخار يرتحرو. Для разъяснения ситуации мы обратились к бывшему и нынешнему руководителям УКС и в отдел технического надзора, но все отказываются давать интервью. Так что неясным остается вопрос, кто будет исправлять дефект и за чей счет. Генеральной прокуратурой направлено поручение в Государственное управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о проведении исследования на предмет соответствия отраженных в актах, выполненных подрядчиком ООО «Вефастрой Абхазия» и принятых заказчиком УКС работ их фактическому выполнению. По результатам представления Государственным управлением заключения будет принято соответствующее решение.
Для строительства детского сада в городе Новые Афоны в 2017 году УКС заключил государственный контракт с ООО «Серп и молот» на сумму 132 миллиона 759 тысяч рублей. Дополнительными соглашениями на непредвиденные работы сумма была увеличена, и в целом строительство обошлось в 135 миллионов 336 тысяч рублей. Объект был принят и введен в эксплуатацию 12 декабря в 2019 году. В ходе проверки инспекторы контрольной палаты выявили следующие нарушения. В результате фактического замера объема выполненных работ установлено, опять-таки, завышение объема выполненных работ. Согласно форме КС-2, выполнено устройство цементно-бетонного покрытия в объеме 715 и устройство асфальтобетонного покрытия в объеме 1800 квадратных метров. И отдерновка площадок этого устройства дерна в объеме 2750 квадратных метров. Согласно акту фактического займа, общая площадь дерна установленного составила 599 квадратных метров, что на 2151 метр меньше, чем указано в КС-2. Завышение в денежном выражении получается порядка около 1 124 000 рублей. Асфальтобетонное покрытие вовсе отсутствует. Общую площадь, когда измерили, опять-таки у нас получилось, что на 958 квадратных метров выполнено меньше, чем фактически указано в актах выполненных работ. В ходе контрольного мероприятия также установлено, что по всем объектам раздела 5 образования, где предусмотрено приобретение мебели и инвентаря, актами технического решения уменьшены суммы, предназначенные для приобретения мебели и инвентаря, и увеличены работы и объемы, не предусмотренные в сметной документации. Так, в средней школе Тхина, согласно акту технического решения, были уменьшены суммы предназначения на приобретение мебели на сумму 2 миллиона 206 тысяч. По средней школе Гагра 3 миллиона 900 тысяч. По средней школе Лыхны 5 миллионов 271 тысяча. И незначительная сумма по Новому Афону идет, это 1 362 000. То есть на данные суммы были уменьшены сумма приобретаемой мебели и инвентаря, и в основном эти работы, земляные работы проводились, и засыпка, ПГС и так далее, земляные работы. 1 сентября 2020 года состоялась торжественная церемония открытия садика, но через какое-то время его закрыли. По имеющейся у нас информации, в подвальной части здания собирается вода. Скорее всего, строители не учли дренажную систему, но это уже предположение нашей съемочной группы, так как никто не хочет комментировать данную ситуацию. Ни руководство сада, ни строители, а инженер технадзора, который контролировал ход работ, на сегодняшний день вовсе не является сотрудником управления. 28 сентября Генеральной прокуратурой направлено поручение в Государственное управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству о проведении исследования на предмет соответствия отраженных в актах, выполненных подрядчиком ООО «Серп и молот» и принятых заказчиком УКС работ, их фактическому выполнению. Исследование назначено и проведено 9 ноября текущего года. По результатам представления Государственным управлением заключения будет принято соответствующее решение. По информации контрольной палаты, в 2019 году предусмотренные поступления по инвестпрограмме исполнены Российской Федерацией в полном объеме. Исполнение расходов УКС Абхазии составило 1 миллиард 466 миллионов рублей, при плане 2 миллиарда 157 миллионов рублей. То есть не исполнены расходы на сумму 691 миллион рублей. По 16 объектам инвестпрограммы 2017-2019 УКС не были соблюдены сроки принятия объектов в эксплуатацию. При нарушении сроков выполнения работ по заключенным контрактам УКС не начисляет неустойку в размере 0,3% от стоимости невыполненных обязательств, предусмотренные условиями контракта. По данным инспекторов контрольной палаты, нарушение срока выполнения работ привело к неисполнению расходной части бюджета инвестпрограммы. Инспекторами контрольной палаты были проведены замеры фактически выполненных
выполненных и принятых работ на 9 объектах. И на всех проверенных объектах установлено завышение объема принятых работ. Исходя из всего вышеизложенного, контрольная палата сделала выводы, что УКС должным образом не исполняет возложенную на него функцию по обеспечению технического надзора за проведением строительства объектов государственной собственности. За осуществление технического надзора по объектам инвестпрограммы на внебюджетный счет УКС поступают денежные средства в размере 0,5% от стоимости выполненных работ. За проверяемый период за проведение техосмотра поступило 10 миллионов 248 тысяч рублей. При этом расходы на оплату работ по осуществлению технического надзора входят в бюджетную смету УКС и оплачиваются из республиканского бюджета. Еще значительное нарушение в части законодательства. Ввиду отсутствия в законодательстве Республики Абхазия установленного порядка проведения открытых конкурсов и аукционов, государственные органы и государственные организации не исполняют закон Республики Абхазия по противодействию коррупции по проведению открытых конкурсов и аукционов при принятии решений и привлечении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках отчета в парламент было направлено предложение рассмотреть вопрос об установлении в законодательстве уполномоченного органа, утверждающего порядок проведения открытых конкурсов на заключение договоров подряда для государственных нужд. Вопрос отсутствия тендера поднимался еще в декабре 2016 года, где на коллегии Счетной палаты Российской Федерации рассматривался отчет о результатах совместного контрольного мероприятия Счетной палаты Российской Федерации и Контрольной палаты Республики Абхазия по теме инвестпрограммы 14-16, где было настоятельно рекомендовано обратить внимание на данный факт. В неформальной беседе с нами сотрудники УКС рассказывали и о своих трудностях в работе. Это несвоевременное финансирование со стороны государства, непредвиденный рост цен на стройматериалы, сложности в безналичной оплате труда строителям и, конечно же, низкая заработная плата. По их же словам, зарплата мизерная, ответственность на миллионы. Сложности, конечно же, есть, они были и будут, но тем не менее строители и контролирующие органы должны строить качественные объекты, как это делалось раньше в советское время, ведь строим эти объекты для себя, для своих детей, и, конечно же, вся ответственность ложится на управление капитального строительства, так как оно занимается исполнением функций заказчика по строительству объектов и осуществляет контроль за качеством строительства. Вы смотрели передачу «Специальное расследование». Любой желающий может ознакомиться с материалами контрольной палаты на их официальном сайте. Вся информация находится в свободном доступе. Всего доброго!